я ли в день жажды напоил тебя пустынными водами? Не я ли язык твой одарил могучей властью над умами? Мужайся ж, презирай обман, стезею правды бодро следуй, люби сирот, и мой Коран дрожащей твари проповедуй. Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня речь у нас пойдет о пророке Мухаммаде. Напоминаю вам, что со всех концов России к нам приехали ваши чрезвычайные и полномочные представители. Умные, энергичные, молодые. Из Белгорода, Вологды, Кемерово, Самары, Смоленска, Тулы, Ульяновска, Ярославля. Сегодня мы проводим пятую встречу четвертьфиналов для школьников со всей России. Напоминаю вам, что агонистами мы называем тех умников, которые выходят на дорожки и первыми отвечают на мои вопросы. Им помогают теоретики, школьники, которые сидят на средней трибуне. Среди теоретиков тоже ведется конкурс, и каждый орден, который они получают, это очко в этом конкурсе. Наш главный приз, господа, 16 победителей и призеров финального состязания Всероссийской телевизионной гуманитарной олимпиады «Умницы и умники» прямо здесь, в студии, на ваших глазах, станут студентами Московского государственного института международных отношений, университета МГИМО, одного из самых престижных вузов России. Нашу судейскую коллегию разрешите вам представить. Мы ее называем по-гречески «Арреус Пагос». Судья Ареопага, чрезвычайный полномочный посол, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, проректор университета МГИМО Валерий Павлович Воробьев. Ему помогают секретарь Ареопага Марина Таймуразова, и ответственный секретарь судейской коллегии, исполнительный директор телестудии «Образ ТВ», шеф-редактор программы «Умницы и умники» Татьяна Смирнова. Ордена и медали вручает моя помощница, студентка МГИМО Мария Прокофьева. На наш интеллектуальный телестадион приглашаются Давид Арзиани, город Самара, Наталья Коновалова, город Краснодар, и Игорь Середа, город Анапа, Краснодарский край. Вступаем в пролог. Русский язык мы всегда начинаем с русского языка. Алгебра, арифметика, математика, кинжал, кайф. Мавр, арабеска, сфинкс. Подчеркните, пожалуйста, заимствование из арабского языка. То есть, понятно, надо выделить те слова, которые пришли в русский язык из языка арабского. То есть, еще говорится, подчеркните, пожалуйста, слова с арабской этимологией. Давид Арзиани. 3 ошибки. Наталья Коновалова.
2 ошибки, ваша честь. И Игорь Середа. 4 ошибки. Правильный ответ. Только 3 слова из перечисленных пришли в русский язык из арабского языка. Это алгебра, кинжал и кайф. Арифметика и математика – это греческие слова. Мавр – это греко-римский. Мавр, он греко-римский. Арабеско-французская, сфинкс – греческая. Окончен конкурс русского языка. Конкурс красноречия, 2-й конкурс пролога. За 15 минут до начала состязания подошел к нашим умникам и умницам и сказал им: есть несколько первоклассных вузов в России, где можно учиться и получить прекрасное образование, но почему именно в МГИМО они хотят поступить? Начинаем с Давида. Здравствуйте. Мы все знаем то, что МГИМО дает нам фундаментальные знания, которые позволяют нам стать достойными членами общества, мирового общества. Ведь повсеместно происходит глобализация. Границы между странами и континентами практически исчезают. А язык, знание иностранного языка как родного дает нам возможность быть не просто достойными гражданами нашей страны, а достойными гражданами всей планеты. Спасибо. 23,5 секунды, ваша честь. Наташа. Здравствуйте, уважаемый Ариапак. Я хочу учиться в Московском государственном институте международных отношений, потому что считаю, что образование в нем – это не просто академический курс, окончив который ты не знаешь, как применить свои знания и реализоваться в своей профессии. Мне кажется, что МГИМО – это вуз прикладной. МГИМО готовит узких специалистов, что позволяет в более короткий срок занять ведущие позиции в выбранном направлении. Более того, меня привлекает возможность путешествовать по всему миру и способствовать принятию решений, выгодных для моей любимой родины. Меня это очень воодушевляет. Спасибо за внимание. 35 секунд. Длился ответ, ваша честь. Игорь. Добрый день, уважаемый Ариапак. Для меня поступление в МГИМО – это не просто возможность реализоваться, найти людей, с которыми меня будут объединять общие мысли, чувства и цели. На современном международном пространстве сейчас крайне сложно обходиться без очень грамотных дипломатов. Я чувствую в себе силы стать таковым и с помощью МГИМО постараться этого достичь. К тому же для меня МГИМО, цитата, один из самых престижных вузов России. Ровно 30 секунд. Очень приятно, что ведущий поставил такой вопрос, поскольку я сам закончил, естественно, МГИМО, полжизни проработал в меди и не понаслышно знаком с теми словами, которые наши участники сейчас сказали. И сказали, мне кажется, очень хорошо, потому что каждый из них говорил от души. Но надо выбирать, всегда выбирать трудно. Больше всего мне понравился и Игорь Середа из города Анапы, потому что он не только привел слова классика, ведущего этой программы, что один из самых престижных вузов, но мне кажется, он больше уловил суть. Все-таки МГИМО готовит кадры специалистов широкого профиля для действительно работы за рубежом и для защиты, так сказать, прежде всего интересов нашей страны. А второе место мне хотелось бы присудить Давиду. Он тоже практически в этом ключе выступал, но у него был упор на глобализацию, и что значит в образовании МГИМО, и вот ему надо активно включиться в проходящий сейчас мировой процесс. Совершенно правильно, я должен сказать, еще только вы забыли об интернете, о социальных сетях, потому что вот это сейчас, так сказать, плюс к глобализации, надо говорить об этом. Что касается Наташи, тоже из Краснодара, у нас 2 представителя Краснодарского края, то она очень хорошо сказала, и обычно я как-то девушек выделяю, но, к сожалению, вот не мог вам дать другие места, кроме 3-го. И, мне кажется, вы оговорились, меня немножко резануло, что МГИМО готовит узких специалистов. Вы хотели сказать, конечно, я понимаю, специализации такой глубокой, но сказать, что МГИМО готовит узких специалистов, мне как-то
Неправильно, да, потому что МГИМО готовит очень широкого профиля специалистов. У нас там 20 факультетов, еще много специальностей. У нас изучается 53 иностранных языка, и, что самое главное, восточные. Сегодня как раз пойдет речь в какой-то степени об арабском языке. Поэтому, извините, но вам 3-е место. Ну, все впереди, да. Прежде всего, хочу вас заранее предупредить о том, что игра пойдет поэтапно. То есть человек, который будет стоять на красной дорожке, он выбора вообще иметь не будет. Красную дорожку вы знаете, 2 этапа. Самая быстрая, желтая помедленнее, зеленая еще помедленнее. Но самое надежное, что берем? Я думаю, что желтый оптимальный вариант. Оптимальный вариант ваш. Благодарю. Красная самая быстрая, 2 этапа, но нельзя ни разу ошибаться. Зеленая медленнее, очень надежная, но 4 этапа могут обойти и по красной, и по желтой. Тема сложная, так что я предпочту зеленую. Уважаю ваш выбор, прошу. Наташенька, единственное могу сказать, что красный цвет в христианской символике – это цвет любви. Всяческих удовольствий вам от этой красной дорожки. Дорогие друзья, для тех, кто не вовремя включил телевизор, повторяю нашу тему. Пророк Мохаммед. Пожалуйста, свободный выбор. 3 ключевых слова. Операция, откровение и вознесение. Операция. Когда Мухаммеду было 3 года, он перенес серьезную операцию. Меня интересует, кто оперировал, что сделали с его сердцем и какие следы остались на теле. Я могу предположить, Кто оперировал? если не ошибаюсь, то это архангел Джабрил, когда спустился на землю, он оперировал Мухаммеда, и если не Мы ошибаюсь... называем его Гавриилом. Говорил, ну, Мы христиане. в некоторых версиях просто. Не, все правильно. И он вонзил свои руки в его грудную клетку, как бы вытащил сердце, и после этого немножко прижал и вложил его обратно. После чего А зачем вынимал? оно осушилось, как не осушилось, оно... Но он исцелил его, и Исцелил сердце. после того, как вложил обратно в грудь... Чем наполнил? Сердце? Он вложил в сердце, сейчас, секундочку, не Коран, а основные положения ислама. Продолжайте. И после Какие того, следы как остались? у него на груди остался главный исламский знак. К сожалению, не могу вспомнить, как он называется. Я бы присудил штрафное очко. Наверное, вынужден Особенно за грудь. согласиться. Особенно за грудь. Прошу, следующий этап. Со штрафным очком на зеленой дорожке можно ошибаться еще раз. Здравствуйте. Карима Федорова, город Нижневартовск, Тюменская область. Очень приятно. У пророка у Мухаммеда. Это был Джабраил, все сказано правильно. Значит, Меня интересует, вынули... на спине. Подождите секундочку. Вынули сердце. Что сделали с сердцем? Чем наполнили? Сердце очистили от духовного, от того, на что влияет шайтан, сатана. И Чем наполнили? светом. А? Вы сказали светом. И что осталось между на теле? лопаток печать пророка осталась. Пятном, печать пророка. По которой впоследствии его узнавали. Ваша честь, с вашего позволения, я читаю правильный ответ, а вы решаете. Ангел Джабраил раскрыл ему грудь, не причинив боли, вынул сердце, очистил от всяких скверн, выжав из него горькие и черные капли первородного греха, затем наполнил сердце верой, знанием и пророческим ясновидением, тут было сказано светом. От этой операции на теле пророка осталась между плечами так называемая печать пророчества, пятно величиной с куриное Яйцо. Ваша честь, мы можем награждать орденом, если это полный ответ, и если есть какие-то сомнения, мы можем вручать и медали. Но мы посоветовались в Ариапаге. Все-таки ответ правильный, но не 5-шный, а 4-шный. Поэтому, если ведущий не возражает, то мы предлагаем дать медаль вместо ордена. Ваша честь, как ведущий может возражать против вашего справедливого решения? Хорошо. Медаль. Будьте покормлены тогда. До конца.
Откровение и Вознесение. Вознесение. Помните мистическое вознесение пророка на седьмое небо из Иерусалима? Да. Так вот, на шестом небе Мухаммеда встретил Муса, которого иудеи и христиане называют Моисеем. Увидев пророка, Моисей заплакал. Почему? Можно отвечать? Прямо не думая? Ну, Не боитесь? не боюсь. Тогда отвечайте. Моисей заплакал из-за того, что он считал, что его последователей будет меньше, чем последователей этого человека, который сейчас возносится на небеса. Правильно. Я плачу, объяснил Муса Моисей, потому что вижу преемника, которому предназначено ввести в рай больше людей из своего народа, чем мне удалось сделать со своими отпадшими от веры сынами Израиля. Вы довольны, Ваша честь? Конечно. Прошу следующий этап, без штрафного очка. Выбора нет, откровения. В ночь на 24 число 920 года эры Селевкидов или 610 года от Рождества Христова, когда Мухаммед спал в пещере, к нему явился некто в человеческом облике со сверкающим свитком в руке и велел: «Читай, или говори, или провозглашай». Очень богатое арабское слово, которое имеет несколько переводов. Скажите, пожалуйста, а в каком месяце это случилось? И сколько лет тогда было Мухаммеду? Думаем? Пророку Мухаммеду в тот год было 40 лет. Вместе я не могу назвать. Так можно еще подумать. И думать не хотите. Тогда думайте, пойдете вы в банк или не пойдете. Стало быть, остался только месяц. Илья Деряхов, Республика Саха-Якутия, село Верхний Бестях. Это был месяц Рамадан. Какой? Рамадан. Рамадан? Да. Ваша честь, совершенно верный ответ. Блестящий ответ. Что, орден даем? Ну, конечно. За один только месяц Рамадан? Нет, возраст-то знает 40 лет. А Рамадан священный месяц, поэтому можно... Священный месяц Рамадан. Слушаюсь и повинуюсь, Ваша честь. Орден прошу. Я не иду Я не иду в банк. А куда вы идете? на трибуну. На трибуну. Прекрасная госпожа, это ваше решение. Сильнее всего, лучшее дело и утешился. Сильнее всего. Очень красивый вопрос. Рассчитываю, что будет очень красивый ответ. В одной из своих проповедей Мухаммед учил: Аллах говорил ангелам: крепкие горы, но железо крепче гор. Огонь сильнее железа, вода сильнее огня, ветер сильнее воды. А что сильнее ветра? Я предполагаю, что вера в единого Бога. Вера – это прекрасно совершенно, но здесь требуется точная цитата, поэтому со вторым штрафным очком вы, милостивый государь, переходите в следующий этап. Благо, это зеленая дорожка. Кто поможет? Карима Федорова, город Нижневартовск, Тюменская область. Это милостыня Садака. Она сильнее. Золотко, сама милостыня. Тот, который дает. Тот, который дает. О чем знают, о чем знают или не знают руки? Поднятые. Читаю правильный ответ, а вы решаете. Добрый человек, подающий милостыню, если он скрывает от левой руки то, что подает правой, Да. тогда он сильнее всего и всех. Так говорит легенда. Никто не сказал. Она хотя бы сказала милостью. Да.
Ваша честь, решайте, пожалуйста, что вы даете, орден или медаль. Но Учитывая, что вопрос был сложный, часть правильного ответа была сказана, с руками не получилось, поэтому мы предлагаем дать ей еще одну медаль. Ваша честь, а по нашим правилам, 2 медали, одна Это уже у нее орден. есть. Это орден, Да. так что, если, Пожалуйста. прекрасная госпожа, вы не возражаете, вы сдаете медали, получаете орден. И у вас сколько становится орденов? 2. 2. Да хранит вас Аллах. Лучшее дело и утешился. Лучшее дело. Лучшее дело. Но вы знаете, господин, что если вы сейчас правильно отвечаете на вопрос, Догадываюсь. учитывая, что на красной дорожке никого нет, а вы ни разу не ошибались на желтой дорожке, то есть если правильно сейчас отвечаете, то вы выходите в полуфинал, вы нас покидаете. А если ошибаетесь, ничего страшного нет. Так какой вопрос поберем? Лучшее дело. Лучшее дело учил пророк Мухаммед поклоняться Богу. А после поклонения Богу какое дело лучшее? Но я предположу, что это проводить время с семьей. То есть, Воспитывать детей, например. Обучать их исламу, как к ним относиться? по Корану, по шариату. Ну, поточнее, пожалуйста, поточнее. Я и так вам довольно сильно помогаю. Относиться к ним ласково, А к с жене заботой, как? К жене? с любовью. С любовью к жене? Да. А если я вдруг зайду, как ко мне относиться? С уважением, Ну, с миром зайду. с почетом, с уважением, как к гостю. Правильный ответ, Ваша честь. После поклонения Богу лучшее дело любить друг друга, говорил Мухаммед, и учил, что любовь должна начинаться с семьи. Что Завуалировано, но ответ правильный. Нет, как скажете, потому что если вы признаете этот ответ, Да, нет. то тогда этот господин нас покидает, потому что он уходит в полуфинал. Это тогда хорошо, тогда мы за. То есть можно ему. Конечно. Благодарю вас. Я испугался Игорь слова Середа из «покидает». города Анапы, на берегу моря находится Краснодарский край, уходит от нас в полуфинал, потому что, Ваша честь, он умница. Он Чем мы его и досрочно, поздравляем. он досрочно выиграл на желтой дорожке. Спасибо. Прошу. Прошу, на трибуну, вы теоретик. Остались 4 вопроса. Эти вопросы я задаю теоретикам, то есть тем умникам, которые сидят на трибунах. Там есть вакансия в полуфинале. Утешился, ключевое слово. Когда у Мухаммеда умерла любимая жена Хадиджа, пророк горько плакал по поводу ее кончины. Но потом утешился. Более того, он даже обрадовался. Почему? Так. Владимир Балыкин, город Нижний Новгород. Он утешился тем, что ему пришло откровение, в котором было обещано, что Хадиджа получит от Аллаха особенный дом в раковине, в большой раковине. У меня в сценарии иначе написано. От ангела он узнал, что в раю... От ангела он узнал, что в раю Аллах предоставил его любимой жене Хадидже дом из полой жемчужины. Да, и это была неслыханная милость. Но у меня-то Аллаха. красивее, чем у вас. Конечно, неслыханная милость Аллаха. По-моему, очень хорошо. Но у меня лучше. Правильный. Даем орден. А вот скажет, сколько была разница между Хадиджей и Мухаммедом в возрасте? На самом деле разные источники называют разные цифры, но основная цифра, насколько я помню, 18. В принципе, где-то рядом. Там, так сказать, в общем, по основным книгам 15. Все-таки 25 и 40 там. Ну, почти правильно. То есть вы довольны этим ответом? Очень. Ваша честь, поскольку вы в нарушение сценария Да. задавали дополнительный вопрос. Извините. На один вопрос, Ваша честь, извините, это мало. На один вопрос он ответил и заработал орден. Да. Он ответил на ваш замечательный вопрос. Ну, хотя бы медаль дополнительно.
Но народ говорит, можно дать медаль все-таки. Я посоветовался, и мы... То есть орден и медаль. Я прокурор, но в данном случае адвокат. Да. Орден и медаль Медаль. этому замечательному Справедливо, господину, справедливо. ваша честь. Да. Храни вас Аллах. Альхамдулилля. Следующее ключевое слово «видение». Перед Матской битвой решили вырыть ров с той стороны, откуда ожидали неприятеля. Мухаммед участвовал в работах. Ударил ломом о скалу, посыпались искры, и явилось видение. Что высветилось в пламени видения? Так. Карима Федорова, город Нижневартовск, Тюменская область. Значит, у пророка спросили, пророк, саллаху алейхиссалям, сказал, что он увидел 3 искры. Одна искра подарит ему, он дойдет до Ясриба, или ислам распространится до Ясриба. Вторая — Сирия и Магриб, и третья — Машрик. Он уже, простите, в Медине был. В Ясрибе, как вы говорите. Значит, что? Медину пропускаем? Магриб, Сирия и Машрик. Магриб и Машрик. А Машрик что такое? Машрик — это Восток. То есть она специалист по медалям. Из этого ответа ясно, Ваша честь, докладываю, что в этом видении были знамения будущих завоеваний ислама. Совершенно правильно. Но я хотел бы Кариме сказать, чтобы она не путалась. Есть Магриб, есть Машрик. Значит, Магриб и Машрик. Вот Сирия, она входит в Машрик. Вот все касается, грубо говоря, Ближнего Востока, это Машрик. А вот Северная Африка — это Магриб. Да. Просто вы так перечислили, как будто это 3 понятия. Нет. Да, так сказать... Ваша честь, у меня вопрос. Надо еще идти и задавать этот вопрос, чтобы получить полный ответ кому-то другому, или можно читать правильный ответ? Ну, зачитайте ответ правильно, мы подумаем пока, что дальше делать. Знаменуя будущее завоевание ислама, чудесные искры высветили Йемен, императорский дворец в Константинополе и башни резиденции персидского царя царей. Вот здесь мы сомневаемся. Все-таки не совсем точный ответ получился. Но здесь была одна... То есть источников очень много, Ваша честь. Нет. Я просто хочу сказать, что в этих искрах, и это прозвучало, высветились будущие завоевания ислама. Хорошо, вы нас уговорили. Пусть еще будет 1 медаль. Еще 1 медаль. Следующее ключевое слово – явление. Ангел Джабраил 12 раз являлся Адаму, 42 раза являлся Ибрахиму, Аврааму, 400 раз Мусе, Моисею, 10 раз Исе, Иисусу, а сколько раз Джабраил являлся пророку Мухаммеду. Прошу. Андрей Бурмасов, село Суда, Пермский край. Пророк Джабраил являлся к Мухаммеду 24 тысячи раз. Без комментариев, отличный ответ. Второй год участвует. Не удалось поступить в МГИМО, хотя был призером. Вы справедливый судья, это видели миллионы наших телезрителей. Спасибо. Будьте справедливым проректором. Спасибо. Орден, конечно. Когда Мухаммед умер, 3 города предлагались для его погребения. Какие и где и почему предали земле пророка? Дмитрий Семенов, город Ярославль. Пророка похоронили... Вначале какие города предлагались? Мекка, Медина и... Куфа. Нет, давайте серьезно. Город, который считается, стоит на 3-м месте. Иерусалим. Совершенно верно. И, Мухаммеда похоронили в Медине, в запретной... в мечети пророка. В каком месте? Здесь на источники не сваливайте. Это очень известный и очень интересный и очень своеобычный факт из жизни великого пророка. Стойте, вы ответили на половину вопроса. Илона Хатакова, Республика Северная Осетия, Алания, город Владикавказ. Пророка похоронили именно в том месте, где он умер. Это в его доме, в комнате Аиши. Совершенно правильно. Внимание!
Могилу выкопали в доме его жены Айши под постелью, на которой он скончался. То есть постель отодвинули, выкопали могилу, там похоронили пророка, постель задвинули, и потом там хоронили еще и других великих людей ислама. Ответ блестящий, я считаю. Даем 2 ордена. Как 2 ордена? Ну, мы так решили. Наш Ариапак так решил. Милостивый человек. Огонь закончен, и мы переходим в эпилог, дорогие друзья. Я очень люблю эпилог, потому что вопросы там простые. Умники не отвечают на эти вопросы, отвечают только те, которые еще в клуб умников не вступили, и можно подсказывать, и даем медали. Вопрос номер 1. Кто первым из окружения Мухаммеда принял ислам? Здравствуйте, Мария Барыбина, город Волгоград. Первой приняла Хадиджа, его жена. Первая жена. Первая жена, да. Первая медаль у вас в эпилоге. Вопрос номер 2. В первом походе было поднято первое знамя, знамя ислама. А какого оно было цвета? Анна Спирина, город Ульяновск. Белого? Так это я спрашиваю? Белого. Белого. Вы уверены? Белого. Ну, я так думаю. Медаль, пожалуйста, за знамя белого цвета. Правильный ответ. А у вас есть медаль, что ли? Да. А чего вы прячете от меня? Я не прячу. Стыдитесь медали. Нет. Ну, если вы сейчас сдадите эту медаль, то мы вам дадим орден, потому что Я 2 сдам. медали – это орден. Спасибо. Вам спасибо, госпожа. Прошу, орден, медаль примите. И последний вопрос эпилога. В мусульманском календаре, как и в нашем, христианском, 12 месяцев. А какой по счету священный месяц Рамадан? Прошу. Владислав Морозов, город Тула, 9-й. 9-й. Священный месяц Рамадан в мусульманском календаре. Медаль. Эпилог окончен. Интервью с судьей, и вам обязательно вопрос, дорогие мои. Валерий Павлович, ну, мы спрашивали ребят, агонистов, зачем они хотят поступить в МГИМО. А вы зачем вообще поступили в МГИМО? Во-первых, когда я думал поступать куда-то, вообще МГИМО ни слова нигде нельзя было ни прочитать, ни услышать. И я случайно узнал от своего отца, значит, который работал в военкомате, к нему пришел человек и сказал: а я учусь в МГИМО. И тогда я... А почему это было? Ну, потому что, ну, ни в каких справочниках тогда МГИМО. Но он такой был, конечно, ну, можно сказать, секретный. Так, вы узнали, и почему вы решили поступать именно в институт, который не был даже ни в каком справочнике? Правильно, но у меня как-то вот с детства был интерес к зарубежной проблематике. Я интересовался, что в мире творится. Потом появился журнал «За рубежом», стал читать, и каждое воскресенье вставал в 7 часов утра, чтобы пойти в центр города, купить. Стоял там 3 часа, ждал электричку из Москвы, я подмосковный, из города Ступино, чтобы этот журнал привозили, я его читал потом всю неделю. То есть можно сказать, что это призвание фактически с детства? Ну, в общем-то, да. Валерий Павлович, а дальше совсем интересная история, если верить интернету. Ну, интернет сайтом МГИМО. Вы поступили на факультет МЭО, а потом вы поняли, что это не ваше. Вы стали заново поступать в МГИМО на факультет международных отношений. Совершенно верно, потому что, приехав, у меня была серебряная медаль после школы, первый разряд по футболу. Как я приехал покорять... футболу? Да, взрослый, причем покорять Москву с 2 этими показателями. И сдал документы на МО. Мне сказали: на МО ты не поступишь, это очень так сложно, там дети членов ЦК, министров, дипломатов, срочно переходи на МЭО, потому что ты нам нужен для того, чтобы играть в первой сборной МГИМО. А почему нельзя было с одного факультета перевестись на другой? Почему надо было заново сдавать? Так случилось, это очень сложно было, так сказать, и сейчас, в принципе, нелегко у нас, и тогда тем более сложно, потому что на следующий год ввели новый порядок, согласно которому человек, имеющий медаль, сдавал 1 экзамен. И он, так сказать, существовал 1 год всего.
На следующий год уже в МГИМО постарался и ввели 2 экзамена. Но поскольку мне пришлось сдавать только один немецкий язык, я рискнул и сдал заново, чтобы, так сказать, быть дипломатом. Вот такая тяга. Какой сложный путь, дорогие Да, телезрители. да. Видите, все время какие-то препятствия. Да. Теперь подходим к следующему Да. моменту. Немецкий язык. В школе. Хороший, видимо, немецкий язык. Да. А арабский откуда? Арабский уже дали в МГИМО, так сказать. То есть вы не хотели изучать арабский язык? Да, не хотел. Я даже не знал. Я ждал решения своей судьбы. Какой язык мне дадут? Мне дали арабский и французский. И когда вы узнали, что это арабский? Нет, обрадовался. И все меня поздравляли, говорили, арабский, французский. Такие хорошие страны. Марокко, Алжир, Тунис. И мне так тоже как-то сказочно это все казалось. То есть это не призвание, это просто воля Аллаха? Воля Аллаха, да. Но уже судьба, что называется. Так Потому что обратите внимание, дорогие друзья, что этот человек дальше фактически все время жил в мире ислама, в мире арабского великого языка. Вы же в каких странах? Я не могу их все перечислить. Я все время забываю какой-то из них. Ну, на Ближнем Востоке мне пришлось работать в наших посольствах в течение почти 20 лет. И, так сказать, все такие, как мы говорим, длительные загранкомандировки у меня были в Алжир, в Йемен 2 раза, в Египет, в Сирию, в Марокко и вот в Чад. Причем в Йемене вы преподавали на арабском языке. Сначала я был переводчиком военным и готовил местные вооруженные силы бойцов тоже как военный переводчик, а потом 2-я командировка я преподавал на арабском языке. Вы так хорошо уже знали язык, что могли преподавать? Ну, во-первых, так сказать, образование МГИМО очень солидное, потому что востоковедные школы, как у нас в МГИМО, как известно, самые лучшие, я не боюсь этого слова, потому что в 1954 году МГИМО объединился с Институтом востоковедения, к нам перешла Лазаревская библиотека, которую мы до сих пор очень ценим, так сказать, и сохраняем. У нас там есть Коран 15 века и так далее, и тому подобное. И поэтому, конечно, так сказать, подготовка была хорошая. А потом 2 года военным переводчиком очень, так сказать, в практическом плане продвинула мой язык. И когда уже я приехал преподавать в школе, там, в общественных наук, то, конечно, арабский мой уже был очень хорошим. И действительно я преподавал предмет, который назывался «Государство, законы государства». Ну, точнее, И потом право государства. И потом стали учить еще и иврит? Иврит я учил в аспирантуре, потому что у меня были романтические мечты разрешить ближневосточный конфликт, арабо-израильский, точнее, палестино-израильский конфликт. Я думал, вот для того, чтобы его разрешить, я должен знать не только арабский язык, я должен знать иврит, чтобы понимать противоположную сторону. Вот прошло много времени, конфликт не решается, в том числе и с моей помощью. Почему плохо работали? Да нет, проблемы очень сложные, конечно, все так. Громадное вам спасибо, Валерий Павлович. Время наше подошло, к сожалению, к концу. Мне еще надо задать вопрос нашим телезрителям. Дорогие друзья, был такой поэт немецкий Шиллер. У него есть фраза, которая всегда у меня вызывала большие сомнения. «Любовь и голод правят миром». А вы как считаете, действительно любовь и голод правят миром? Или что-то еще? Мой вопрос. Что правит миром? Всего вам хорошего, здоровья, счастья и пусть хранит вас Всевышний. До встречи следующей на Первом канале.